Еще раз добрый вечер. Я приветствую учителей математики и объявляю открытой нашу работу. С самого начала я хотел бы немножко рассказать, что за мероприятие, которое мы сегодня открываем, как оно будет в будущем работать. Просто несколько слов скажу. Значит, при Институте развития образования, Коми-Республиканском институте развития образования создан Центр по непрерывной подготовке и переподготовке учителей. И в рамках этого центра в настоящий момент существует несколько кафедр. В частности, организована кафедра точных наук, и я вот возглавляю работу этой кафедры. Сам я, основная моя работа в университет, кафедры прикладной математики и информационных технологий, но кроме этого вот меня пригласили поработать в Институте развития образования и, в частности, организовать работу кафедры точных наук. Значит, в рамках работы этой кафедры мы запланировали несколько мероприятий. Некоторые из них являются стандартными, обычными. Это курсы повышения квалификации разного содержания. Кроме этого, по всей возможности у нас будут какие-то разовые мероприятия на актуальные темы, которые в текущий момент нужно будет разобрать. Ну и то мероприятие, о котором сейчас пойдет речь, это республиканский методический семинар учителей математики, который планируется проводить регулярно с периодичностью один раз в 2 недели. Значит, мы долго думали, в какое время этот семинар проводить, и решили все-таки проводить его в вечернее время. Если он приживется, и если он найдет как бы вашу поддержку, то мы планируем с регулярностью один раз в 2 недели встречаться вот на этой площадке, используя разные ресурсы. Вот мы начали с того, что вышли на платформе вебинаров ProfMe. Но если нам что-то будет не нравиться, мы всегда можем спрыгнуть в какую-то другую среду и в какой-то другой среде поработать. Значит, какую цель и какие задачи мы ставим? Ну, прежде всего, мы с вами учителя математики, преподаватели математики, поэтому мероприятия, которые мы планируем в рамках этого семинара проводить, они будут посвящены математике и методике преподавания математики. Мы не ожидаем здесь каких-то отчетов, не ожидаем каких-то уж больно таких статистических вещей, опыта отдельных школ и так далее. Здесь мы планируем все-таки услышать опыт конкретного учителя, опыт конкретного преподавателя, или, может быть, какие-то интересные задачки показать, интересные приемы и методы рассказать. Значит, портфель этого семинара будет открыт. Естественно, мы на первые несколько заседаний запланировали свои выступления. Ну, а в будущем, если у вас есть о чем рассказать, вы можете обращаться на мой адрес электронной почты. Он будет высвечен вот здесь в комментариях к этому материалу. Ну, или обращаться к Марии Анатольевне. Я ее сейчас еще представлю. Сначала о семинаре скажу, а потом представлю второго ведущего нашего семинара. Мы пока вдвоем возглавляем работу этого семинара. Значит, меня зовут Илья Иванович Баженов. И повторяюсь, что я являюсь заведующим кафедрой точных наук. И Мария Анатольевна Русанова. Это учитель математики Республиканского физмат-лицея-интерната. И она же возглавляет методическое объединение учителей математики нашей республики, Республики Коми. Значит, еще раз хочу сказать, что периодичность нашего семинара – это один раз в 2 недели, и мы планируем эту регулярность выдержать, ну, насколько это нам будет интересно и вам интересно. И планируем, что
мы будем получать какие-то отклики от вас и предложения по конкретным темам, может быть, замечания какие-то будут поступать. Грубо говоря, я хочу сказать, что вот это вот некая площадка для нашего общения вместе с вами, учителей математики нашего региона, нашей республики. Тематику я примерно обозначил. Здесь могут быть и олимпиадные задачи, здесь могут быть какие-то вопросы, связанные с конкретными темами из курса математики, школьного курса математики. Сюда же мы можем приглашать, может быть, ученых, которые занимаются математикой и, может быть, меньше относятся, вот, меньшими специалистами являются в вопросах ее преподавания. Мы можем сюда приглашать популяризаторов математики, чтобы какие-то интересные лекции почитать. И мы планируем, что у нас каждое мероприятие будет сопровождаться анонсом, небольшой краткой информацией, но кроме того будет обязательно выставляться запись. Давайте я попробую сейчас показать, где будет организована запись и где вы можете посмотреть то, что будет выставляться в рамках нашего семинара. Я сейчас открою свой рабочий стол, он должен быть виден вам через некоторое время. Да, вот он открылся. Сейчас я выйду на сайт КРИРО и покажу, где эти материалы будут размещаться. Значит, мы заходим на сайт Института развития образования КРИРО. Так, где основной сайт у нас? kriro.ru. Так, это у нас... Сейчас, минуточку, переключусь. kriro.ru. Так, вот, я выхожу на сайт Республиканского института образования. Да, и на портале edu.kriro. edu.rcomi. Ну, по всей видимости, и с сайта можно зайти, но, наверное, удобнее вот этот адрес использовать. Посмотрите. Единая система электронного образования. Видите ссылочку вот эту? edu.rcomi.ru. Мы заходим на этот сайт, где у нас выставлены все курсы повышения квалификации, в том числе здесь же материалы отдельных образовательных учреждений. И вот путь будет такой. Заходим в папочку сначала образование, затем педагогические работники, вот я потихонечку показываю путь, педагогические работники, затем повышение квалификации, и здесь вот в самом низу, может быть, через некоторое время мы из подвала этот раздел вытащим, но пока он находится вот здесь в самом низу. Мероприятия центра непрерывного повышения педагогического мастерства педагога. Вот процент, про который я говорил. Мы заходим в эту вкладочку, и здесь, смотрите, курсы повышения квалификации. И курсы, которые проводит кафедра точных наук, они здесь уже выставлены, но они пока не готовы и не открыты. Через некоторое время мы обязательно и в рамках нашего семинара сделаем анонс курсов, расскажем, что за курсы, когда они откроются и что там на этих курсах будет рассказываться. И будет обязательно специальная рассылка информационная по школам, по методическим объединениям и так далее. Значит, если я вернусь назад, то посмотрите, вот здесь, где курсы повышения квалификации, рядышком вторая вкладка «Семинары». И вот здесь, где вкладочка «Семинары», здесь обязательно появится наш семинар. Городской семинар, вернее, не городской, республиканский семинар учителей математики. И здесь будут обязательно выставляться все материалы. То есть запись будет обязательно. Если у нас какие-то презентации или текстовый материал, который будет полезен для учителей, мы его тоже планируем здесь выставлять. Так что, если вам покажется наши материалы интересны, и в какой-то момент у вас не получается объективно поучаствовать в режиме онлайн, вы всегда можете эти материалы найти вот в этой папочке. Значит, еще раз, последовательность.
edu.rcomi.ru, вы выходите на педагогические работники, повышение квалификации, вот вкладочка, мероприятия центра, и здесь либо курсы повышения квалификации, либо семинары. И в рамках вот этой папочки семинары я буквально вот после нашего семинара, наверное, к завтрашнему дню подготовлю и видео наших материалов, и тот материал, и те документы, которые в рамках нашей программы сегодняшней будут реализовываться. Ну, вот, пожалуй, все, что касается организационных вопросов. Да, коллеги, я надеюсь, вы представляете, как работает эта платформа ProfMe. Вы всегда можете увеличить одну из областей экрана, если вы хотите, например, презентацию увеличить, то вы ее можете сделать в полноэкранном режиме. Это делается с помощью вот этой кнопочки, которая там в правом углу находится. Посмотрите, она расширяет и увеличивает область презентации на весь экран. Кроме того, у нас постоянно работает здесь чат, он как бы общим является, и вы здесь можете в чате писать, обращаться к нам, если чего-то не хватает, то, если не слышно, то отмечать, ну вот... А что, меня не слышно? Мария Анатольевна, меня не слышно? Слышно, слышно. Коллеги, меня не слышно, потому что я вижу, что некоторые говорят, что не слышно. Поставьте плюсики, пожалуйста, если все слышно и видно. Да. Но я пока демонстрирую свой экран, я сейчас вернусь назад и ну, покажу, по всей видимости, то, что нужно показывать будет для семинара. Значит, что хотел сказать. Да, значит, еще раз, адрес электронной почты у нас будет обязательно выставлен. Нет звука, нет видео. Странно, вот это Оксана пишет, Оксана Владимировна, попробуйте перезагрузиться, вот эту страничку обновить просто. Если вы обновите, вполне возможно, что все появится. Ну, как бы мы контролируем, и у меня здесь тоже как бы несколько мониторов включено, поэтому трансляция у нас идет. Это на вашей стороне какие-то проблемы, попробуйте обновиться. Я думаю, что все должно устроиться и должно пойти нормально все. Так, коллеги, если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, пожалуйста, вы можете свои пожелания отправлять. Нет, не надо регистрироваться, прямо можно войти на курс. Но на курс, когда вы будете заходить на какой-то курс, вы будете обязательно регистрироваться. А так доступ к этим материалам, он является открытым. Значит, коллеги, еще раз, если у вас появятся какие-то предложения по работе семинара, если вы хотите услышать каких-то конкретных людей, какие-то конкретные темы, чтобы были освещены, и если у вас появится какая-то инициатива, то есть я вот хочу рассказать то-то, то-то, как решаются такие-то задачки, или я, например, знаю про новые приемы решения вот каких-то типов задач, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Это будет только плюсом. Участие в семинаре мы обязательно постараемся сопровождать наличием сертификатов, и я думаю, что каждое мероприятие, которое вы будете посещать, оно будет как-то входить в вашу копилку ваших портфолио, если вы такие материалы собираете. И я очень надеюсь, что работа семинара будет полезной. То есть мы, собственно, стараемся каким-то образом, ну, вот наше профессиональное сообщество объединить, решать какие-то общие вопросы и задачи, которые у нас возникают, ну и быть полезными друг другу. Ну вот все, что я хотел сказать как бы в качестве вступления. Повторяю, что семинаром мы руководим вдвоем, Мария Анатольевна Русанова, и я, наверное, сейчас ей предоставлю слово, чтобы она тоже приветственное слово сказала свое, ну и пожалуйста, Мария Анатольевна. Здравствуйте. А меня слышно? Нет? Слышно? Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники семинара. От всей души поздравляю всех с прошедшим Днем Учителя и хочу пожелать коротко всем простого человеческого счастья. Я рада приветствовать вас на первом методическом семинаре наших математических вечеров. Уверена, что вечера, проведенные вместе с нами, будут вам интересны. Время вы проведете с пользой.
а полученную информацию всегда сможете применить на своих уроках. Я являюсь руководителем РМО. Ну и хочется сказать, что я всего лишь год только являюсь руководителем Республиканского методобъединения учителей математики. Но вот за истекший год, ну, небольшой такой отчет, что ли, напоминание, были проведены серии вебинаров по темам совершенствования методики преподавания математики в условиях введения в ГОС основного общего образования и среднего общего образования, подготовка к ЕГЭ по математике для базового и профильного уровней, подготовка к ОГЭ по математике, организация обучения неуспевающих и слабоуспевающих учеников, адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по математике, а также циклы вебинаров по организации дистанционного обучения. Так, не слышно? Меня слышно? Ага. Так. В рамках вебинаров и проведенных курсов повышения квалификации были рассмотрены вопросы по формированию предметных и метапредметных результатов учащихся на уроках математики, вопросы по формированию функциональной грамотности на уроках геометрии, в частности, и математики вообще, опыт реализации проектной деятельности как одного из методических приемов по формированию учебных универсальных действий на уроках математики, особенности работы над ошибками при контроле и оценке знаний учащихся, методические приемы подготовки государственной итоговой аттестации и типичные ошибки, допускаемые при выполнении второй части, также особенности оформления заданий повышенной сложности. Кроме того, были проведены мастер-классы и обучающие семинары по решению задач повышенной сложности второй части ЕГЭ и ОГЭ. В этом учебном году работа РМО, естественно, будет продолжена. Метод объединения математиков, в моем понимании, это целая команда единомышленников, работа которой направлена на совершенствование профессиональной компетентности педагогов и создание условий для повышения качества математического образования учащихся. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к вам за помощью. Хочу от вас предложений получить каких-то советов по рассмотрению наиболее актуальных тем, вопросов, форматов проведения заседаний, методических мероприятий. Жду от вас предложений с инициативой выступлений, поделиться своим опытом, может быть, также кого-то приглашать в большей степени. Ну, в общем-то, вот такая была бы просьба. Ну, кстати, если уж я оказалась, что в качестве руководителя РМО и одного из ведущих нашего вот этого методического единого семинара, то думаю, что здесь можно как бы объединить вот эти вот два мероприятия и кое-какие вопросы рассматривать, ну, в рамках РМО, что ли, да, вот в частности, там, решение, например, задач и прочее. Какие-то отчетные мероприятия, заседания, вопросы можно рассматривать отдельно, как заседание РМО, но большинство, я думаю, что вопросов можно через как раз методические семинары рассматривать. Я думаю, что вы со мной согласны. Вот. Связаться со мной можно любым способом, через КРИРО, кафедру точных наук, через электронную почту, телефон, социальные сети, сайт персональный. Ну, в общем-то, вот у меня все. Коллеги, меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Значит, ну давайте тогда продолжим нашу работу. Давайте я сначала попробую ответить на вопросы, которые я прочитал в чате. Елена, ну, сетевой этикет позволяет вас называть по имени, поэтому вы меня извините, я буду по имени. Елена Бакум, посмотрите, вы мне тут написали, что периодически меняется площадка. Я, к сожалению, не знаю, что было до меня, но как бы я сейчас постараюсь выстроить так, чтобы все было в одном месте. Действительно, сейчас пока вот наши семинары глубоко находятся в подвале где-то, но в любом случае постараемся сделать, чтобы доступ к ним был достаточно прост. И постараемся зафиксировать его где-то вверху, чтобы вы не вот долго по этой ссылке шли, а приходили прямо на семинар, ну, зайдя, может быть, в 2-3 клика.
Это первое. Но я повторяю, я не знаю, где и что раньше было, но вот поскольку семинар только начинает работать, ну, вот я пока показал, где можно материалы искать. Дальше Галина меня спрашивает, что она пыталась войти в тренинг математикарь, не могу, просит регистрацию. Я вам показал курсы, которые мы планируем реализовать вот в октябре, ноябре, декабре месяце. Эти курсы у нас, к сожалению, пока, коллеги, не готовы. Мы сейчас над ними работаем. Как только материалы будут готовы, мы обязательно разошлем информационные письма, будет открыта запись, и обязательно, ну, как бы, можно будет войти, естественно, с регистрацией, потому что это полноценные курсы повышения квалификации. Их, пройдя их, вы, соответственно, получаете свидетельство и удостоверение. Так, адрес электронной почты Марина Анатольевна сейчас напишет. Я тоже через некоторое время вам напишу адрес своей электронной почты. Ну, теперь я все-таки предлагаю перейти к содержанию. И тема сегодняшнего вот семинара, я попытаюсь вам, ну, как бы свое видение и старые свои наработки когда-то сделанные реализовать, и сейчас продемонстрирую их. Но давайте я опять выйду на презентацию сейчас моего рабочего стола. Одну минуточку. Ага, вот так. Поделиться. Ну и вы сейчас видите вот презентацию, но я постараюсь использовать и презентацию, и документ-камеру свою, и поэтому вот тема первого нашего заседания, и по всей видимости я не уложусь в одно заседание, несколько заседаний подряд, она будет посвящена решению задач с параметрами. Ну, я бы так озаглавил некоторые стандартные задачи для квадратичной функции. И постараюсь с самых простых, начиная с самых простых вещей, попытаюсь рассказать, ну вот, как решаются задачи с параметрами, ну, разные подходы, разные приемы рассказать. Ну, в конечном итоге мы подойдем и к достаточно сложным задачам, которые требуют такую определенного напряжения и носят исследовательский характер. Кстати, некоторые из этих материалов может быть предложены в качестве проектов для детей, исследовательских проектов. Ну, ясно, что про квадратичную функцию достаточно много материалов в настоящий момент есть, но давайте я, по крайней мере, могу вам показать, какими книжками я обычно пользуюсь, когда готовлюсь к этим материалам. Ну вот, Владимир Дмитриевич Яковлев и Тамара Семеновна Барко когда-то очень давно, в 1994 году, выпускали такую книжечку «Квадратичные функции» и «Квадратичное уравнение и неравенство». Эта книжечка очень полезная, здесь много материалов, содержательных задач, и ее можно достаточно успешно использовать в образовательной практике. Но я думаю, что она совершенно не устарела на сегодняшний день, и ею можно пользоваться. Я помню еще со своих школьных и студенческих лет вот эту книжку. Я надеюсь, что старое поколение тоже ее знает. Факультативный курс по математике, решение задач, книжка Шарыгина. И не видно демонстрации экрана, коллеги? Не может быть. Постарайтесь еще раз перезагрузиться. Перезагрузиться, если есть какие-то проблемы. Да, книжка Шарыгина, факультативный курс по математике, решение задач. Ну, 10-11 класс, вот у меня 10 класс у меня есть, эта книжечка у меня очень давно, какого года издания, давайте посмотрим. 89-го года издания эта книжечка, тоже очень полезна. Я думаю, что многие учителя знают про нее, пользуются. Я думаю, что она существует в интернете, и можно ее в режиме онлайн скачать, посмотреть. Ну и, наконец, еще одна книжка моего коллеги из Удмуртии, из Ижевска. Это Николай Никандрович Петров, важнейшая функция школьной математики, квадратичная в задачах и решениях. Значит, эта книжечка им несколько раз издавалась, и сейчас вот это последнее издание, оно какого года здесь? Ну вот он мне прислал в 2017 году со своей памятной надписью. Ну, поскольку я был у него рецензентом этой книжки, то вот в 2017 году она была издана в таком серьезном издательстве
у РСС. Ну, кроме того, у него есть первое издание, она называлась просто «Квадратный трехчлен». И если, коллеги, не возражаете, я вот к материалам, которые будут выложены в материалах сайта, в хронике нашего семинара, я эту книжечку прикреплю в формате PDF, то есть если звука нет, говорят, как нет звука, коллеги, не слышно звука, меня не слышно? Раз, два, три, четыре. Коллеги, если у кого-то какие-то сбои со звуком, то, пожалуйста, перезагрузитесь. Но я слежу, вроде бы тут у меня на соседнем мониторе все слышно. Да, перезагрузитесь, попробуйте перезагрузиться, может быть, проблема какая-то возникла с вашей стороны. Да, значит, книжку Петрова Николая Никандровича я постараюсь прикрепить в формате PDF, и вы можете ее использовать тоже в своей практике. Ну и теперь позвольте, я все-таки перейду к содержанию наших материалов и к содержательной части о том, о чем я хочу рассказывать. Значит, сейчас, минуточку. Итак, задачи с параметрами. План, который я попытаюсь реализовать, пока состоит из 5 параграфов, но там у меня еще параграфа 3 запланировано дополнительных. Это параграфы, которые посвящены к задачам с псевдопараметрам и к решению сложных задач с параметрами, но тоже связанные с квадратичными функциями. И если будет у вас интерес, я вот эти параграфы дополнительно сюда добавлю и продолжу. А пока давайте начнем с самых простых вещей. Но я всегда стараюсь в своих мероприятиях быть последовательным и независимым, и то, что важно, я все-таки пытаюсь всегда подчеркнуть. Поэтому я прошу прощения, что, может быть, вещи совершенно банальные, но, тем не менее, они мне будут нужны для того, чтобы мне в будущем можно было продвигаться и ссылаться на какие-то вещи, которые я уже произносил. Значит, открываю опять свой рабочий стол. Ну и давайте все-таки про процедуру выделения полного квадрата быстренько проговорим. То есть, если у нас с вами есть квадратичная функция ax в квадрате плюс bx плюс c, то мы обычно пытаемся эту функцию очень часто представить в определенном виде, и вид этот мы называем полным квадратом. Что происходит? Как правило, мы выделяем вперед коэффициент при старшей степени при x в квадрате, записываем квадратичную функцию в виде b поделить на ax, x в квадрате плюс b поделить на ax, плюс c поделить на a. Ну и дальше совершаем стандартную процедуру, выделяя полный квадрат из этого выражения. То есть а, здесь у нас появляется x в квадрате плюс удвоенное произведение, искусственно записываем, b поделить на 2ax плюс c поделить, ну давайте сразу я напишу b в квадрате поделить на 2b поделить на 2a в квадрате, второе слагаемое. Чтобы ничего не испортилось, тут же вычту это выражение b поделить на 2a в квадрате. Ну и родное выражение, которое осталось, c поделить на a. И продолжу, свернув квадрат, выражение соответствующее, оно примет следующий вид. X в квадрате, x вернее, плюс b поделить на 2a в квадрате. Ну и здесь останется выражение такое, b в квадрате поделить на 4a в квадрате и плюс c поделить на a. Ну, если мы умножим на a, то протокольный вид полного квадрата мы получим. Он будет выглядеть так. X плюс b поделить на 2a в квадрате. Здесь получается минус. Ну, давайте я здесь поставлю знак плюс и запишу c минус b в квадрате поделить на 4a. Ну, вот так будет выглядеть выражение. Традиционно вот это выражение, этот множитель обозначает через y с ноликом, а вот этот множитель обозначает через минус x с ноликом. И тогда наша функция примет следующий вид. Получается a умножить на x минус x
с ноликом в квадрате плюс y с ноликом. Ну и вот этот формат записи квадратичной функции мы обычно называем полным квадратом. Из него следуют практически все свойства квадратичной функции, в частности, то, что квадратичная функция, график квадратичной функции симметричен относительно прямой x равно x ноликом. Возрастание, убывание, монотонность функции слева-справа однозначно определяется. Ну и однозначно определяется наибольшее или наименьшее значение. То есть, если у нас с вами а больше нуля, то вот это выражение всегда будет положительным, да? Ну и получается, что мы к y с ноликом всегда что-то будем прибавлять. А это будет означать, что в точке x с ноликом мы будем иметь точку минимума. Точка минимума функции. Точка минимума функции y от x. Но если наоборот а меньше нуля, то соответственно мы получаем, что точка x с ноликом будет являться точкой максимума. Точка максимума у функции y от x, квадратичной функции. Из тех соображений, что из y с ноликом всегда будет что-то вычитаться, поскольку а отрицательное число, то будет вычитаться, и в результате у нас с вами получается, что самое большое значение это будет y с ноликом. Значит, это процедура выделения полного квадрата. Теперь давайте посмотрим следующую задачу, второй параграф, и поговорим про знак, вернее, поведение, зависимость поведения функции и коэффициентов квадратичной функции. Ну, я вот так бы назвал второй параграф. Определяем знак коэффициентов квадратичной функции в зависимости от поведения параболы. То есть о чем идет речь? Если у нас с вами нарисована, скажем, вот парабола, то какой знак имеют коэффициенты а, б и с. То есть наша задача ответить, по крайней мере, на уровне знаков, какие знаки имеют коэффициенты а, б и с, если мы видим параболу вот такого вида. Значит, задача это тоже стандартная, и она просто решается, но я все-таки повторю, потому что в будущем я буду использовать приемы определения этого знака. Самый простой способ, естественно, определить, самое простое, определить знак коэффициента при x в квадрате. Ясно, что если у нас а, то есть если ветви параболы направлены вверх, то а является положительной, коэффициент обязательно положительным является. А если ветви параболы направлены вниз, то коэффициент а будет являться отрицательным. Значит, это самое простое, что можно себе представить. Следующий момент. Коэффициент с, как он отвечает за знак. Ну, ясно, что если мы будем вычислять значение функции в точке 0, то у нас квадратичная функция принимает значение равное c. И отсюда сразу же получается информация про знак c. То есть, посмотрите, например, если парабола у нас выглядит вот таким образом, как я здесь нарисовал, то c у нас с вами будет обязательно больше нуля, потому что значение функции, посмотрите, в точке 0 положительное. Если у нас парабола проходит через начало координат, то c равно нулю. Вот как на этой картинке, например, нарисовано. И, наконец, последняя картинка. Значит, точка c в значении функции в точке 0 отрицательно, ну и, стало быть, коэффициент c будет иметь отрицательный знак. Ну, давайте теперь проговорим про коэффициент b. Ну, тут, пожалуй, чуть-чуть невозможно посложнее, но я предлагаю три способа определения знака этого коэффициента b. Ну, они тоже как бы хорошо известны и очень часто используются на практике. Первый способ – это способ Виета. Способ Виета. В чем он состоит? Ну, давайте просто на примерах посмотрим. Мы используем классическую теорему Виета о том, что если у нас есть квадратичная функция, то корни, и есть корни x1 и x2, то корни удовлетворяют вот такой системе. То есть сумма корней равна минус b поделить на а произведение корней c поделить на а. Значит, исходя из этой теоремы Виета, мы сразу же можем с вами определить знак коэффициента b.
Как он определяется? Ну, как мы поступаем? Мы смотрим просто вот на эту картиночку. Мы знаем, что у нас с вами коэффициент в нашем случае, больше нуля. Коэффициент больше нуля. А сумма корней x1 плюс x2, вот на моей картинке вы это видите. Посмотрите, если я буду складывать корни x2 и x1. x2 у нас положительный корень, x1 отрицательный корень. Но x2 от нуля отстоит на большее расстояние, чем x1, поэтому сумма корней x1 и x2, очевидно, будет являться положительной. Очевидно, будет являться положительной. А раз так, то посмотрите, у нас с вами получается, что x1 плюс x2 по теореме Виета будет равно минус b поделить на а. И получается, что вот это отношение минус b поделить на а будет являться тоже положительным, поскольку сумма корней, мы видим, является положительным числом. А дальше мы рассуждаем, если у нас а было положительное, то чтобы вот эта дробь минус b поделить на а была положительной, нужно, чтобы b было отрицательным. Правильно? То есть отсюда мы приходим к выводу, что число b должно быть обязательно меньше нуля. Значит, еще раз давайте ход рассуждения повторю, потому что в будущем мы поймем, что это далеко не универсальный способ. Мы смотрим на картинку, оцениваем знак у суммы корней. Ну, если это четко видно, вот, по крайней мере, на моей картинке, что сумма корней x1 и x2 в моем случае просто положительным, потому что x2 от нуля отстоит на большее расстояние, чем x1. А дальше оцениваем знак вот этой дроби, минус b поделить на а из теоремы Виета, учитывая, что ветви параболы направлены вверх, ну а стало быть, получается, что b обязательно должен иметь отрицательный знак, поскольку дробь минус b делить на а является положительной. Дальше, ну давайте для примера скажем вот эту картинку посмотрим. Посмотрите, значит, если у нас с вами картиночка выглядит вот таким образом, то здесь мы уже с вами видим, что сумма x1 и x2, сумма двух вот этих корней, будет отрицательной, меньше нуля. Ну потому что x1, посмотрите, от нуля отстоит на большее расстояние, чем x2, и x1 имеет отрицательный знак. Ну, что же отсюда следует? Ну, отсюда следует, что вот эта дробь, про которую мы говорим, минус b поделить на а, должна быть отрицательной. Дальше, в силу того, что у нас ветви параболы направлены вниз, мы знаем, что коэффициент а отрицательный. А тогда, чтобы вот это число было отрицательным, что должно быть? А отрицательно, минус и минус дадут нам плюс, то есть b должно быть тоже отрицательным. Отсюда следует, что число b должно быть обязательно меньше нуля. Ну, вот так работает метод Виета. Первый способ определения знаков коэффициентов а, б и с у квадратичной функции. Но посмотрите, а что будет, если парабола ведет себя либо вот так, либо вот так. То есть случай, когда у нас с вами нет корней. Естественно, этот прием у нас с вами не будет работать, потому что в этом случае у нас нет вещественных корней и не можем эту сумму определить x1, x2. То есть прием, который мы называли, ну вот на нашей кухне способом Виета, он работает только в том случае, если мы видим, как расположены корни x1 и x2 у нашей параболы. Следующий способ, который я анонсировал, следующий способ, я его назвал способ вершины параболы. Способ вершины параболы, он тоже хорошо известен, и я думаю, вы пользуетесь часто этим способом. Ну, он основан на том, что мы знаем, что вершина параболы имеет абсциссу равную x0 равно минус b поделить на 2а. Ну, это мы с вами, кстати, вывели на самом первом листочке, когда находили квадратичную функцию, представляли в виде полного квадрата. Отсюда видно, что вершина параболы, то есть точка минимума или точки максимума, в зависимости от того, какие коэффициенты, это точка x0, которая равна, мы обозначили ее, минус b поделить на 2а. Значит, итак, вершина параболы, абсцисса вершины параболы находится в точке минус b поделить на 2а. Ну, а стало быть, мы можем для
нашего случая записать опять некоторые условия, из которых знак будет получен. Значит, ну, как мы рассуждаем? Мы опять смотрим на первый коэффициент. Первый коэффициент у нас с вами положительный. А строго больше нуля. А строго больше нуля. Значит, ну, а вершина параболы, абсцисса, посмотрите, положительно. Х ноликом находится справа от нуля на оси иксов. То есть получается, что х ноликом равное минус b поделить на 2а имеет положительный знак. Исходя из этого, мы можем определить знак у коэффициента b вот из этого соотношения. Если а у нас положительно, а дробь должна быть тоже положительной, то число b должно быть отрицательным. Значит, отсюда мы делаем вывод, что число b должно быть обязательно отрицательным на нашей картиночке. Еще пример. Ну вот посмотрите, такой пример. Парабола касается оси иксов. Вот точка х ноликом. И у нас с вами точка х ноликом находится вот здесь. Что мы делаем? Ну, опять рассуждения очень простые. А у нас отрицательно, а является отрицательным, а х ноликом равно минус b поделить на 2а тоже является отрицательным. Ну и эти условия выполнены одновременно, так что мы тоже можем определить знак b. Если а отрицательное, то минус и минус дадут нам плюс, а следовательно число b должно быть отрицательным. Число b является отрицательным. b меньше нуля. Ну вот так работает способ второй, способ вершины параболы, мы его условно назвали СВП. Ну и обратите внимание, преимущество этого способа по сравнению с предыдущим способом. Предыдущий способ, он не был универсальным. То есть, когда корней не было у квадратичной функции, мы не могли методом Виета ничего сказать о знаке. Разве b не будет положительным? Еще раз, а отрицательно. Так, значит, если а отрицательно, то здесь минус и минус будет знак плюс. И чтобы оставшееся выражение было отрицательным, b должно быть отрицательным. Так что вроде бы все в порядке. Так, я могу ошибиться, вы меня поправляете, если что-то где-то я ошибаюсь. Ну и, наконец, последний способ, он, наверное, самый красивый и самый удобный, и самый быстрый, но это уже наверное, для старшеклассников, когда мы знаем геометрический смысл касательный. Способ касательный. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что если мы в какой-то точке графику функцию проводим касательную, то тангенс угла наклона касательной равен значению производной функции в этой точке. Ну, поскольку у нас конкретная функция y равно ax в квадрате плюс bx плюс c, и мы можем производную вычислить, производная у нас с вами будет равна 2ax плюс b, то значение производной в точке 0 у нас будет равно b. Исходя из этого мы получаем очень красивый прием. То есть, смотрите, чтобы нам найти знак у коэффициента b, что мы делаем? Значит, мы берем точку x равную нулю, смотрим, где, грубо говоря, наша парабола пересекает ось y, и в этой точке проводим касательную. Ну вот я касательную здесь нарисовал. А дальше смотрим, какой знак будет у тангенса. Ну, угол, грубо говоря, смотрим, является ли угол острым, либо тупым. Если угол является острым, то тангенс угла наклона будет положительный. То есть тангенс угла альфа, вот в моем случае, будет положительный. А это означает, что поскольку тангенс угла наклона равен значению ровно b, то b будет являться положительным. Очень красивый прием, очень красивая схема. И вот способ касательный, он как бы является наиболее эффективным, но, повторяю, тут должно быть понимание о свойстве касательной и свойстве производной, геометрический смысл производной. То есть геометрический смысл производной, что производная равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной в точке x
с ноликом в той точке, в которой вычисляется производная. Ну и в заключение, вот посмотрите, как четко и быстро работает метод касательный. Что мы с вами делаем? Чтобы определить знак b, коэффициента b, вот у этой параболы, которая здесь нарисована, мы смотрим точку пересечения, в этой точке пересечения проводим касательную и смотрим за величиной угла. Поскольку угол острый, то у нас получается тангенс будет положительное значение принимать, ну и следовательно коэффициент b будет положительный. Автоматически получаем результат. На этой картинке внизу тоже находим точку пересечения параболы с осью y. В этой точке восстанавливаем касательную и следим за знаком. Ну, опять угол острый, значит тангенс альфа будет положительный, ну и значит коэффициент b положительный. Наконец, здесь последний пример. Посмотрите, мы проводим опять касательную в точке пересечения с осью y к параболе. И в этом случае мы видим, что касательная с осью x образует тупой угол. А это означает, что тангенс альфа будет принимать отрицательные значения, ну а следовательно коэффициент b будет иметь отрицательный знак. Коллеги, давайте, пока я буду готовить следующий материал, я просто сформулирую задачку, а вы мне в чате постарайтесь ответить на вопрос. Я нарисую сейчас вот такую картиночку. Парабола у меня будет устроена вот так. Ну, я немножко, может быть, не очень красиво рисую, но пусть вершина параболы вот в этой точке находится, которую я жирно обозначил. Итак, это график функции ax в квадрате плюс bx плюс c. Ваша задача определить знаки a, b и c. Пожалуйста, в чате напишите, а я пока приготовлю материал следующего сюжета. Значит, я нарисовал параболу. Ваша задача определить знаки коэффициентов а, b и c вот для моего рисуночка. Пожалуйста, в чате напишите ваш результат. Знак коэффициентов а, b и c, если парабола имеет вот такой вид. Так, вижу первые результаты. Да, ну все, вроде бы все правильно. Угу. Так, ну давайте продвинемся дальше, и я постараюсь вернуться в чате и постараюсь ответить на вопросы. Какие-то тут были вопросы. Елена спрашивает, так, пусть у всех нет звука. Коллеги, я контролирую, и вроде бы и запись идет нормально, и звук идет, изображение тоже нормально идет, потому что у меня параллельно несколько мониторов включено. Это на вашей стороне. Постарайтесь перезагрузиться, но если не получается, то в любом случае будет запись. Можно будет запись, я ее выложу, по всей видимости, в YouTube, и можно будет в YouTube в спокойной обстановке посмотреть. Материалы будут выставлены, Елена спрашивает, изображения так и нет. Материалы обязательно будут выставлены. Более того, вот этот сюжет, который посвящен знаком коэффициентом. У меня очень давно было отснято видео. Я когда-то проводил всероссийский семинар по проведению дистанционных уроков в волне Google. Это было очень давно, ну, наверное, больше 10 лет назад, точно тогда еще существовал такой у Google ресурс «Волна». Не было никаких платформ для
организации дистанционного обучения. И мы там пытались проводить первые уроки. В рамках подготовки этих уроков у меня было отснято специальное видео. Ссылочка на это видео у нас обязательно появится, и вы можете посмотреть видео конкретно вот по этому материалу, который вы сейчас видели. Так, я открываю дальше презентацию свою. Сейчас посмотрим, что я дальше хотел рассказать. Минуточку. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас. Меня слышно, видно, надеюсь. Да. Значит, ну, этот материал мы вроде бы прошли. Да, прошли. И ссылку на ролик в YouTube я обязательно размещу. Тут в чате, в конце чата размещу обязательно. Ну и ссылка будет в анонсе нашего мероприятия, как я и обещал. Теперь давайте посмотрим на следующий план, следующий пункт реализации моего плана. Да, вот, кстати, вот здесь ссылочка, посмотрите, вот ссылочка, если вы по этой ссылке пройдете, давайте я попробую ее скопировать и прямо в чат сейчас загрузить. И вы можете посмотреть. Но видео это старенькое у меня. Еще я снимал, когда не было каких-то качественных ресурсов в то время. Вот в чате я эту ссылочку бросил. Вы можете по этой ссылке пройти и этот сюжет посмотреть. Вот тот сюжет, который я только что рассказал. Более подробно, ну, даже презентации, по всей видимости, я там использовал презентацию из этого ресурса. Так, теперь следующий сюжет. Давайте, вот, или третий параграф, он связан вот с чем. Зависимость знаков корней квадратичной функции от ее параметров. Зависимость корней квадратичной функции от ее параметров. Так называется параграф. И я не буду особой какой-то теории наводить, а сразу же перейду к решению вот этой конкретной задачи, которая сейчас вы видите у себя на доске. Но я опять включу свою... Так, сейчас, мне надо только сначала переписать пример, иначе я его не помню. Сейчас, минутку, я назад вернусь, открою презентацию, чтобы посмотреть этот пример, переписать. Да, значит, еще раз, нам дано уравнение а плюс 1 умножить на х в квадрате минус 2х плюс а минус 2 равно нулю. И требуется ответить на вопрос, при каком значении параметра а это уравнение имеет два корня разных знаков. Да, значит, тут будет несколько пунктов, и вот первый пункт здесь у нас вот обозначен, посмотрите, корни разных знаков. То есть мы с вами сейчас разберем случай А, когда корни разных знаков. Ну, а потом эту идею разовьем и продолжим на многие задачи дополнительно, которые будут возникать, обобщим эти материалы. Ну и в конечном итоге у нас с вами будет достаточно много примеров всяких использования, и научимся решать и более сложные задачи тоже в том числе. Так, коллеги, меня слышно, видно? 1, 2, 3, 4, 5. Поставьте плюсики, если вы меня видите, презентацию. Да, теперь я опять перейду к решению этой задачи и открою свой рабочий стол. Значит, я хочу рассказать несколько приемов решения этой задачи. Первый прием, ну, он будет, наверное, ну, разные названия, они как бы... Первый способ Виета, я его так условно назову, способ Виета. В чем он будет состоять? Ну, я опять буду использовать теорему Виета. Не буду обращаться к презентации, мне удобнее работать на рабочем столе. Значит, смотрите, я рассуждаю так. Ну, во-первых, в математике всегда, если мы пытаемся ответить на вопрос какой-то, который поставлен, пытаемся всегда найти сначала необходимые условия, а затем проверить, будут ли эти условия достаточными. Поэтому, если мне в задаче сказано, что у меня есть два корня, то необходимое условие наличия двух корней –
это положительность дискриминанта. И поэтому я сразу делаю первый вывод. Первый вывод, он состоит в том, что у меня были два корня. Мне нужно, чтобы дискриминант был положительный. Это условие является обязательным. Дальше, второе условие. Второе условие, оно состоит в том, что корни имеют разные знаки. Но если корни имеют разные знаки, то их произведение должно быть обязательно отрицательным. Один корень положительный, а второй корень у нас является отрицательным. Поэтому корни должны иметь, произведение корней должно иметь разные знаки. Значит, что отсюда следует? Отсюда следует, что у нас с вами вот эти условия должны быть выполнены одновременно. И это у нас необходимое условие. А теперь давайте проверим, будет ли это условие достаточным. То есть еще раз, если у нас есть два корня и корни разных знаков, то обязательно должно одновременно выполнено быть два условия. Дискриминант должен быть больше нуля, и произведение корней x1 на x2 должно быть отрицательным. Теперь проверяем, будут ли эти условия достаточными. Ну, давайте порассуждаем. Если дискриминант больше нуля, то у нас с вами два корня есть. И если есть два корня, и их произведение отрицательное, то получается, что они имеют разные знаки. Один из корней обязательно будет являться положительным, а второй корень обязательно будет являться отрицательным. Ну, поэтому это условие будет являться необходимым и достаточным, а значит, нам нужно решить вот такую систему. Дискриминант мы сразу можем вычислить. Это у нас будет, ну, давайте будем считать дискриминант для случая, когда коэффициент четный при x, это будет единица в квадрате, и минус 4, вернее, четверки не будет, а плюс 1 умножить на а минус 2. Я пользуюсь тем, что у меня коэффициент при x квадрате является четным, то есть половина коэффициента, и здесь не учетверенное произведение, а просто произведение а плюс 1 на а минус b. Значит, это дискриминант, а произведение корней я использую теорему Виета x1, x2. Произведение корней – это отношение свободного члена к первому коэффициенту а плюс 1. Ну, таким образом, у нас задача свелась к решению вот такой системы. Система будет выглядеть так. Первое уравнение – единица, минус единица минус а плюс 1 умножить на а минус 2. А минус 2. И это должно быть больше нуля. Второе условие а минус 2 поделить на а плюс 1, и это должно быть меньше нуля. Ну вот так будет выглядеть система. Ну, давайте эту систему решим. Как будет выглядеть решение этой системы? Значит, тут будет единичка минус, ну давайте перемножим скобочки, а в квадрате минус а и минус 2. И это больше нуля. Здесь, ну, пока перепишу а минус 2 поделить на а плюс 1 меньше нуля. Ну и система будет выглядеть вот таким образом. Первое неравенство давайте отдельно решим. Минус а в квадрате, дальше плюс а, и тут получается плюс 3, если я правильно считаю, единица плюс 2 плюс 3. И это равно больше нуля. Давайте, я не люблю коэффициент при а в квадрате отрицательным иметь, поэтому давайте сразу умножим на минус единицу. Пропал звук. Коллеги, раз, два, три, четыре. Звук слышен? Слышно меня? Раз, два, три, четыре, пять. Плюсик поставьте, если меня слышно. Так, итак, я умножаю на минус единицу, в результате у меня получается неравенство такое. А в квадрате минус а минус 3, и это меньше нуля. Меньше нуля. Ну, корни здесь видно, что существуют, а первое, второе будет равно единице плюс минус корень квадратный из единицы плюс 12, да, 4 умножить на 3. И тут двоечка в знаменателе. То есть получается первый корень а первое будет равно 1 вторая плюс корень из 13 пополам. Второй корень а2 это 1 вторая
минус корень из 13 пополам. Ну, теперь давайте перейдем к решению неравенства. Значит, парабола, ветви параболы направлены вверх, так что решение вот у первого неравенства это будет промежуток между корнями. Итак, решение вот у этого первого неравенства это будут значения параметра А в промежутке от 1/2 минус корень из 13 пополам до 1/2 плюс корень из 13 пополам. Это первое неравенство, так решается. Второе неравенство, ну здесь у нас с вами получается, что а не равно 2 и а не равно минус единице. И поведение в левой части, это тоже будет промежуток от минус единицы до двойки. То есть значение а будет лежать в промежутке от минус единицы до двойки. Ну, поскольку решается система, одновременно у нас два неравенства должны быть выполнены, то давайте посмотрим, как будут выглядеть решения этой системы. Так, ну, я отмечу 1/2 и сюда прибавлю, поставлю здесь корень из 1/2 плюс корень из 13 пополам, а здесь 1/2 минус корень из 13 пополам. Теперь точку 1 и минус 1 и 2 надо отметить. Ну, очевидно, что точка 2 будет находиться вот здесь где-то, да, потому что здесь же у нас с вами получается, что корень из 13 это число больше 3, и тут получается 1/2 плюс больше, чем число 3/2, это больше 2 получается. То есть точка 2 где-то здесь находится. Значит, решение у первого неравенства это вот такой промежуточек. И решение у второго неравенства ярусом выше я хочу изобразить. Это будет интервал от двойки, то есть вот тут вот у нас значение. Двойка где-то здесь, от двойки до двойки, а минус 1, наверное, будет находиться где-то вот здесь, потому что здесь минус 3 больше, чем минус 3/2, и прибавляем 1/2, это будет число больше, чем минус единица. То есть минус единица где-то находится вот здесь, точка 2 находится вот здесь. Ну, давайте я все-таки не очень красиво у меня получилось. Тороплюсь, потому что я вроде обещал, что не больше, чем час займу. Я не укладываюсь в режим. От единицы до двойки. Здесь у нас где-то получилось значение 1/2 плюс корень из 13 пополам. А здесь где-то 1/2 минус корень из 13 пополам. И первый ярус это у нас вот это решение, второй ярус это вот это решение. Ну, поскольку решается система, то решением системы у нас будет являться промежуток от минус единицы до двойки. От минус единицы до двойки. Итак, это первый способ, способ Виета. Коллеги, как мне быть? Я обещал, что мы занимаемся не более 1 часа. Я пока не укладываюсь во время, и, может быть, удобнее остановиться и продолжить в следующий раз. Хочу с вами посоветоваться. У меня еще материал даже для решения вот этой задачи состоит из... Согласны послушать дальше? Значит, второй прием – это графический способ. Но давайте, раз будет запись, коллеги, я прошу прощения, в первый раз я не уложился во время из-за того, что, по всей видимости, мы много разговаривали на организационные темы. Второй способ решения этой же задачи графический. Графический. В чем состоит графический способ? Он состоит в следующем. Ну, мы с вами опять, во-первых, выписываем наше неравенство, которое мы с вами решали. Сейчас, одну минуточку, я запутался в своих листочках. Вот у нас с вами уравнение выглядит так. А плюс 1 на х квадрате минус 2х плюс а минус 2 равно нулю. И мы с вами рассматриваем функцию y от x равную а плюс 1 х в
квадрате минус 2х плюс а минус 2. И попытаемся графические соображения использовать. Ну, первый случай. Если у нас коэффициент а плюс 1 больше нуля, то тогда у нас с вами графиком этой функции является парабола. Ветви параболы должны быть направлены вверх. И должны быть обязательно два корня, у нас по условию два корня разных знаков. Как может проходить парабола, у которой есть два корня? Ну, возможно, ситуация схематичная вот такая. Схематичная ситуация может быть вот такая. И третья ситуация, когда два корня вот так. Значит, из этих трех случаев нас интересует какой случай? Раз у нас корни разных знаков, то вот этот случай нас не интересует. И вот этот случай тоже не интересует, потому что здесь два корня, они положительные, а здесь эти два корня отрицательные. Я специально здесь постарался выделить красным цветом, не знаю, видно ли это на экране. Нас интересует вот эта парабола. Как эту параболу от других парабол отличить? От этого случая, от этого случая. Отличить очень просто. Значение функции в точке 0, обратите внимание, вот здесь отрицательное, а у этой параболы в значении функции в точке 0 положительное, и у этой тоже точка пересечения положительная. То есть у нас с вами получается условие, которое вытекает из нашей картинки, оно состоит в том, что значение функции в точке 0 должно быть отрицательным. Итак, если ветви параболы направлены вверх, то значение функции в точке 0 должно быть отрицательно. Давайте проверим, будет ли это условие достаточным. Оно является необходимым, но будет ли оно достаточным? Ну, давайте проверим. Что же получается? Если а плюс 1 положительно, то это означает, что у нас с вами ветви параболы направлены обязательно вверх. Ветви параболы направлены вверх. Так? И если значение функции в точке 0 отрицательно, то это что означает? Ветви параболы направлены вверх, они же где-то должны подняться. Где они должны подняться? Ну, они поднимаются где-то вверх, но поскольку в этой точке значение отрицательно, то здесь у нас ветвь должна подняться слева, а здесь обязательно должна подняться справа. Так что действительно корни будут по разные стороны от точки 0 находиться. Аналогично второй случай. Если у нас с вами а плюс 1 отрицательное, это означает, что у нас ветви параболы направлены вниз, и поскольку есть два корня, то у нас опять ситуация возможна. Либо вот так картинка выглядит, либо вот так картинка выглядит, либо картинка выглядит вот так. И мы опять выделяем вот этот средний случай. Вот этот средний случай. Потому что только в этом случае корни у нас с вами расположены по разные стороны от нуля. Значит, а этот случай отличает от всех других тем, что значение функции в точке 0 положительно. Посмотрите, здесь значение функции получается отрицательно, вот для этой параболы где-то точка пересечения с осью y, и здесь отрицательно. Так что у нас опять получается второе условие, а плюс 1 меньше нуля, и тогда значение функции в точке 0 должно быть больше нуля. Опять давайте проверим, это условие необходимо, но будет ли оно достаточным. То есть, как я рассуждаю, посмотрите, а плюс 1 меньше нуля, это означает, ветви параболы направлены вниз, а значение функции в точке 0 положительно, а ветви-то направлены вниз, значит, они опускаются, они где-то должны пересечь ось иксов, и что же мы с вами будем иметь? Одна ветвь обязательно пройдет слева, а вторая ветвь обязательно пройдет справа, а это будет означать, что у нас с вами точки пересечения с осями координат будут находиться по разные стороны от точки 0. Таким образом, задача у нас свелась к решению совокупности из двух систем. Первая система у нас с вами будет иметь вид а плюс 1 больше нуля. Ну и значение функции в точке 0 мы сразу можем у функции посчитать. И сюда мы 0 подставляем, сюда 0 подставляем. Получается а минус 2. А минус 2 будет являться отрицательным. Ну и вторая система, это вот это. А плюс 1 меньше нуля. И y в точке 0 это тоже опять а минус 2. А минус 2 будет являться положительным. Ну, ясно, что у первой системы у нас получается а больше, чем минус единицы, решение а меньше двойки. Так? У второй системы решение получается а меньше минус единицы и а больше двойки.
Решение второй системы нет, не может число а быть меньше одновременно минус единицы и больше двойки. Поэтому решением будет являться только вот эта система, то есть а будет принимать значение в промежутке от минус единицы до двойки. Наконец, третий способ, я его называю условно метод горба. Метод горба. Посмотрите, в чем состоит идея этого метода. Итак, третий способ. Метод горба. Метод горба. Значит, этот метод состоит в следующем. Давайте соберем слагаемые, которые содержат переменную x в одну часть, а свободный член перенесем в другую часть. То есть запишем наше уравнение вот в таком виде. А плюс 1, тут x в квадрате, минус 2x, а в левую часть переносим вот этот вот свободный член, он будет равен 2 минус а. После переноса знак поменялся на противоположный. Теперь, что у нас в левой части? У нас есть в левой части, если графически себе представлять картинку, то это парабола. Причем один корень сразу известен, он равен нулю. А второй корень мы тоже можем найти. То есть получается, что эта парабола, график которой будет выглядеть в зависимости от коэффициента. Либо ветви будут направлены вверх, либо ветви будут направлены вниз. То есть я x выношу, и я сразу вижу, что у нас картиночка будет выглядеть так. А плюс 1 умножить на x минус двойка, а здесь будет 2 минус а. А дальше начинаю рассуждать. Посмотрите, первый случай, если а плюс 1 больше нуля, то это что означает? Это означает, что у нас с вами ветви параболы направлены вверх. И у нас, не забывайте, что нам нужно иметь два корня, и тогда у нас получается, что ветвь проходит либо вот так, один корень всегда нулю равен, либо ветвь проходит вот так. Так? И теперь посмотрите, если ветви проходят, то есть график у левой части проходит вот так, либо вот так. График у правой части это y равно константа, то есть это прямая, которая параллельна оси иксов. Но давайте посмотрим, в каком случае у нас прямая будет пересекать ветви нашего графика в левой части, и так, что одна точка пересечения будет находиться слева, а другая будет находиться справа. Ну, что у нас с вами получается? Посмотрите, если я вот здесь нахожусь, то корней нет. Если я здесь нахожусь, то посмотрите, здесь и здесь точки пересечения имеют одинаковый знак. И здесь точки пересечения имеют одинаковый знак. А если я поднимаюсь выше, то посмотрите, один корень получается слева, а другой корень обязательно справа. И для этого случая один корень слева, а другой корень справа. Вот это я называю горбом. Видите, вот этот горб я здесь вот нарисовал. Получается, что у нас с вами условие какое в этом случае? А плюс 1 больше нуля, а вот эта прямая должна проходить выше. Вот она обязательно проходит выше оси иксов. То есть второе условие получается 2 минус а должно быть обязательно больше нуля. И при этих условиях наши горбы будут пересекаться по разные стороны от иксов. Получается первое условие такое. Второе условие, посмотрите, второй случай. Я реализую второй случай. Второй случай, если а плюс 1 меньше нуля. Тогда у нас с вами горбы будут вверх направлены. Картиночка будет выглядеть либо вот так, у парабола будет проходить один корень 0, второй корень где-то здесь, либо вот так. И что в этом случае будет происходить? Посмотрите, если у нас проводится прямая y равная 2 минус а, и она проходит вот здесь, то она нас не устраивает, эта прямая. Почему? Ну, потому что, посмотрите, корни имеют одинаковый знак. Здесь минус и минус, и здесь плюс и плюс. А если мы проходим ниже, то тогда обязательно один корень будет находиться слева, а второй корень будет находиться справа. Что для одной параболы, что для другой параболы. Итак, результат. Какой же получается результат во втором случае? У нас с вами, если а плюс 1 будет меньше нуля, то прямая вот эта y равная 2 минус а должна лежать под осью иксов. То есть 2 минус а должно быть обязательно отрицательно. Итак, мы опять получили, что у нас реализуется два случая. Первый случай
это когда а плюс 1 строго больше нуля, а 2 минус а тоже больше нуля. Это вот этот случай, когда горб внизу у нас находится, и тогда прямая должна проходить обязательно вверху, над осью иксов. И второй случай, если горб вверх направлен, посмотрите, в этом случае у нас а плюс 1 должно быть отрицательно, потому что ветви параболы должны быть направлены вниз. И тогда, чтобы корни лежали по разные стороны, вот смотрите, корни должны лежать по разные стороны от прямой x равное нулю, то есть от оси y. В этом случае, чтобы корни лежали по разные стороны, значит, прямая вот эта должна проходить ниже оси иксов. То есть второе условие получается, 2 минус а должно быть меньше нуля. Ну и опять, так же, как в первом случае, вот эта система, по всей видимости, будет иметь решение, вот эта система будет иметь решение от минус единицы до двойки, а эта система решений не будет иметь, потому что а меньше, чем минус единицы, и а больше, чем двойки, система решений не имеет. Итак, ответ в нашей задаче будет выглядеть так. Значит, а должно принадлежать интервалу от минус единицы до двойки. Вот так три способа. Первый способ – это метод Виета, я его назвал. Второй способ – графический способ. И третий способ – метод горба. Я предлагаю вам в качестве домашнего задания попробовать решить какую-то задачу вот такого содержания. Посмотрите, при каких значениях корни уравнения а минус 3х в квадрате минус 2ах плюс 5а положительны. Значит, мы сейчас с вами рассматривали случай, когда корни разных знаков. Один корень отрицательный, а второй корень положительный. А теперь попробуйте решить задачу два корня положительных. И я предлагаю реализовать ваше решение с помощью этих трех способов. Использовать теорему способ Виета, графический способ или метод горба, о которой мы тоже рассказали. В следующий раз мы продолжим наши исследования. Я обязательно еще раз повторю вот тот материал, который мы сейчас реализовали, какие-то обобщения сделали. И вот эти идеи мы в будущем будем использовать для решения не только вот этой ситуации, когда корни разного знака, но и самые разные ситуации, когда корни будут лежать на каком-то определенном множестве, и задачи с параметром в этом смысле будут обобщаться на более общие случаи. Еще раз домашнее задание попросили. При каких значениях корни уравнения а минус 3х в квадрате минус 2ах плюс 5а равно нулю положительны? Не забывайте, что корень может быть и один. Тут не сказано, что два корня, поэтому не забывайте рассмотреть случай, когда уравнение будет являться линейным. Там надо отдельно рассмотреть этот случай, эту задачку. Коллеги, все. Я на этом с вами хочу попрощаться. Извините, что я задержал вас очень сильно. Постараемся в следующий раз регламент выдержать. Пожалуйста, если какие-то есть вопросы, пишите обязательно. Адрес электронной почты я сейчас тоже здесь напишу свой. И мы ждем вас через 2 недели, возможно, в этот же день и в это же время, если у вас не будет каких-то возражений. Значит, повторяю, все материалы будут зафиксированы, видео зафиксировано, и можно будет посмотреть материалы в записи. Так, вот я свой адрес электронной почты написал. Я постоянно нахожусь в сети, так что пишите. Если будут появляться вопросы, обязательно постараюсь ответить. Значит, будем считать, что наш семинар стартовал. До следующих встреч. Всем до свидания.